27 апреля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление об автономной Якутской Социалистической Советской Республике как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. Данный регион явился самым крупным на территории России и самой большой административно-территориальной единицей в мире. В 1920-21 годах возник вопрос об автономизации Советской Якутии. В это время активизировалась деятельность якутской национальной интеллигенции, выдвинувшей в качестве первоначальной задачи провозглашение автономии Якутии. Проект «Положение будущей Якутской Республики» был составлен комиссией под председательством якутского писателя Платона Алексеевича Аюнского с позицией национального суверенитета. 21 января 1921 года политическое бюро Российской коммунистической партии большевиков обсудило вопрос об образовании Якутской АССР. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин поддержал данный проект, и 16 февраля Президиум ВЦИК постановил образовать Якутскую АССР в составе РСФСР. Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явился советский государственный и партийный деятель Максим Кирович Амосов, который поставил вопрос об организации Якутской АССР перед Центральным комитетом партии и Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. В июне 1921 года областное партийное собрание, заслушав доклад Амосова о решении Народного комиссариата по делам национальности РСФСР по вопросу о якутской автономии, приняла резолюцию об осуществлении автономии. 3 октября был открыт первый съезд революционных комитетов Якутии, который поддержал идею образования автономной республики и вынес постановление о проведении выборов в Советы в ноябре 1921 года. Государственно-правовое оформление автономной республики завершилось постановлением Президиума ВЦИК от 27 апреля 1922 года. 1 июня 1922 года было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Алексеевичем Аюнским. В ноябре 1922 года состоялись съезды Советов, на которых были избраны делегаты Первого Всеякутского учредительного съезда Советов. Конституция Якутской АССР была утверждена на Третьем съезде Советов ЯССР в начале 1925 года. По Конституции республика была признана отъемлемой частью РСФСР. Высшим органом власти провозглашался Всеякутский съезд Советов. В период между съездами Советов высшей властью республики являлся Якутский Центральный Исполнительный Комитет. Высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган ЯССР. Таким образом, народы Якутии впервые в своей истории обрели государственность. В целях определения статуса, прав и полномочий автономной республики чрезвычайный 9-й Всеякутский съезд Советов 9 марта 1937 года утвердил новую Конституцию ЯССР, проект которой был выработан на основе текста Конституции СССР и РСФСР.
Новая конституция узаконила в качестве высшего органа государственной власти Верховный Совет Якутской АССР, избираемый всеми гражданами республики на 4 года. Советский период истории Якутии был связан с широкомасштабным промышленным освоением ее природных богатств, начало которому положила разработка в 1920-е годы золотоносных алтанских месторождений. В 1930-е годы началась эксплуатация Северного морского пути. В устье реки Лена был построен морской порт Текси, а судоходные и воздушные трассы связали ранее труднодоступные районы республики. В годы советской власти в регионе происходило активное развитие культуры коренных народов и национальной промышленности. В Якутске был создан драматический театр имени Аюнского, играющий спектакли на якутском языке. В 1949 году был организован Якутский научный центр, ныне филиал Сибирского отделения Российской академии наук. В 1956 году Якутский государственный университет. Во второй половине 20-го столетия началось активное освоение полезных ископаемых Якутии. В 1950-е годы с открытием алмазоносных месторождений на западе республики была создана мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура. Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке всего населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В октябре 1991 года учрежден пост президента. Первым президентом республики в декабре 1991 года стал Михаил Ефимович Николаев. Тогда же было изменено и название региона Республика Саха-Якутия. 27 апреля 1992 года состоялось торжественное заседание 12-й внеочередной сессии Верховного Совета Республики Саха-Якутия и общественности города Якутска, посвященное вступлению в силу Конституции Республики Саха-Якутия, принятой Верховным Советом Республики 4 апреля. День вступления в силу новой Конституции 27 апреля был объявлен Днем Республики.